Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, я живу в Калифорнии, родом я из Якутии, и этот ролик будет посвящен якутскому шаманизму современному. Так вот, чтобы это понять, что такое якутский шаманизм, нужно понять якутов самих. Так вот, дело в том, что якуты, они чрезвычайно религиозны. То есть, если вы спросите, типа, вы религиозный человек или нет, он скажет, я не религиозный человек. Но это будет сказано в христианском смысле этого слова. Или даже, и в исламе то же самое. То есть, дело в том, что в христианстве и в исламе и в других религиях там важно, в какого бога ты веришь там. Ты веришь в христианского бога или там мусульманского Аллаха. Но на самом деле это, конечно, одно и то же. Для якутов это не особо важно. Понимаете? Якуты, для христиан, скажем так, для христиан важен Бог сам по себе. И ему, если рассказать о потустороннем, то есть о мире вот этого Бога, да, то для них, для христиан это становится неважно, потому что потусторонний мир для них, он далек, его еще называют загробным. То есть, если ты хочешь увидеть, Бога все равно невозможно увидеть, но все же, чтобы увидеть потустороннее, нужно умереть. То есть, это называется загробной жизнью. Это будет потом, это будет далеко, и мало что известно вообще о загробной жизни. То есть о рае, о аде, считаются общие такие названия, что там в аду вроде черти, там вроде котлы с маслом, и вроде там людей варят до конца, пока они не очищутся, или некоторые там остаются вообще навсегда. А рай, по представлению христиан, это что-то вроде сада, в который человек попадает, и он там ни в чем не нуждается, и он будет там жить до конца веков. То есть не до конца веков, а вечно. Вечное пребывание. Да? Так вот, но это будет для христианина это далеко, это загробная жизнь, она будет далеко, и на этот мир рай точно никак не влияет, или ад точно никак не влияет, но и поэтому там эти священники говорят, что вот задумайся о загробной жизни. Ты сейчас думаешь, что ты здесь, ты в безопасности, но подумай о загробной жизни, что будет потом, после того, как ты умрешь, да. И человек в основном не задумывается, это будет потом, после смерти. Человек чаще всего, состарившись, начинает думать уже о загробной жизни, когда эта дата, окончания его, мирского существования подходит к концу, он начинает становиться религиозным. Потому что он думает, уже же время пришло задуматься и о загробной жизни. Так вот, у якутов это прямо противоположно устроено. То есть боги это, смотрите, жители верхнего мира все, без исключения, называются аи. А жители нижнего мира называются абасы. Абагы, там по-русски должно быть либо абасы, либо абахи, но это произносится как через х, абагы. Так вот, аи это в переводе на русский язык это создатели. Ай это придумать. Аи это придумщики, создатели, те, которые это придумали и создали. Так вот, жители нижнего мира это абасы. Абасы, он вечно голодный, это пожиратели. То есть, если вот мы, когда мальчиками были, заходили в дома, на которых эти дома называли ичтях. Это значит заброшенные дома. Дома с призраками или что-то в этом роде. Мы подходили к двери, кто-то кричал там «Абасы!», и мы разбегались как... Вот якуты всегда обходят те места, где вот поселился вот эти абасы. Так вот, для якутов самое главное вот не сами вот эти существа, а то, что загробный мир, вот этот, который в христианстве загробный, у якутов это считается верхние и нижние миры, они существуют здесь и сейчас. Человек в это искренне верит. То есть это, знаете как, в этой комнате, например, есть ичи. Я его чувствую.
Он охраняет мой сон, когда я сплю, и охраняет мою обедню, когда я обедаю. Когда я ухожу из дома, я последний раз оглядываюсь, типа, все хорошо с домом, окей, до встречи, я на работу. С работы прихожу, заглядываю в дом, о, все хорошо ли, все отлично, я дома. То есть для меня потустороннее, то есть несколько... Дело в том, что у нас 9 небес, то есть 9 верхних миров и 9 нижних миров. И они существуют прямо здесь, понимаете? То есть первое, то есть имеется в виду, первое небо и первый нижний мир, они существуют прямо здесь. А потом он пробивается и там еще глубже, еще глубже, еще глубже, понимаете? Но это существует здесь и сейчас. И это чрезвычайно влияет на меня. То есть имеется в виду на любой якут, он считает, что на него это влияет прямо здесь и сейчас. Поэтому есть традиции. Так как верхний мир и нижний мир, они перетекаются друг в друга, оттуда иччилер перетекают в эту сторону, а басалар снизу сбегают и попадают в средний мир сюда, то есть, да, а потом еще иногда убегают наверх, а потом эти аилар, они редко спускаются здесь, да, а вниз они аилар вообще не ходят. Поэтому и там, как сказать, хреново внизу, то есть шаг вниз, нижний мир, там аи нету и энергии нету, там живут аббасы, они грызутся между собой, человек туда попадет, его грызут, они все грызут, они пожиратели. Так вот, а наверху аи, там, если ты вдруг подымешься наверх, то ты можешь встретиться с аи, с любым из них, ты можешь попросить, они тебе придумают что-нибудь классное, креативное, мощное. И мы всегда тянемся к этим аи и убегаем от этих аббасов. И это происходит прямо у нас в жизни, понимаете, как бы прямо здесь. И вот, но на самом деле эти аббасы, они от нас далеки, понимаете. Ну, как бы мы избегаем с ними любой встречи. А аи мы пытаемся с ними как раз, есть такое слово алтыгар, это иметь какие-то связи с ним, там, ну, как бы видишь, стоит аи, да, и к нему ты попытаешься подойти. Ну, в жизни человека тоже так же. Мы видим креативных, умных, сильных людей, и эти люди как-то хочется с ним подружиться, там. Человек ученый, здорово, я твой друг. Там, человек хороший спортсмен, ну, борец, молодец. Значит, человек художник, ну, сам Бог велел, там, ну, чем-то это отличается. И вот эта часть наша, это относится к верхнему миру. Вообще у человека состоит, у якутов, у него 3 составляющие. В христианстве это же 2, то есть тело и душа. А у якутов это 3 составляющие. Тело, душа и разум. Дело в том, что если один из этих 3 болен, то это кошмар. Человек может быть разумом болен, ему нужно лечить разум. А иногда бывает, что вот якут, это называется материнская, ну, материнская душа у человека. То есть то, что тебе, когда мать тебя рожала, она вот эту искру передала. Так вот, вот это, ну, который после смерти тоже уйдет либо вверх, либо вниз, как ты прожил жизнь, как бы в момент смерти ты все равно будешь вспоминать, какого цвета твоя вот эта душа. Когда человек умирает, первое умирает это тело, то есть одна составляющая, его называют кут, да, а потом через 40 дней умирает разум. То есть его сознание сначала гуляет, потом исчезает. И якут, он улетает, то есть он пробивается в соседнее, то, что мы уже не видим. Но мы можем его ощущать всегда. Иногда, например, бывает, что вот этот якут никуда не ушел. Он остается, если она очень сильно волновалась за своих детей, они остаются. И тогда разум тоже остается. Он просто подпитывается от него. И ну, не совсем понятно, потому что он в измененном состоянии. Например, наш разум может думать только в этом мире, в общем. А параллельный мир, он для нас как бы чуть-чуть непонятный. Потому что дело в том, что вот когда вот во времена ледникового периода некоторые люди чрезвычайно развивали свои вот эти чувства,
через некоторое время что-то произошло, как будто они как называется, сверхзвуковой скоростью, они вот звуковой барьер они перешли, и вот они открыли для себя вот невероятные вещи, то есть параллельные миры, в котором существует, оказывается, еще кто-то там. В верхних мирах живут аи, в нижних мирах живут пожиратели, и многое стало на свои места. Например, охотники ушли, там все умерли, да, и все не могут понять, ну они же всегда там ходили, вроде как три сосны, это же не могло такое случиться. Вот, например, вот недавний случай в Красноярске, 15 человек умерло, 6 пропало же, дамба пробилась, верно? И, ну, эти же люди, это же золотодобытчики. Они же дамбу строят, они же дома же стоят вот здесь. Они что, дураки, что ли? Они его проверяли, несколько раз должно быть. И там, оказывается, 5 дам было. И пробило почти что все, как бы. Что же там случилось? Вот. Обычный человек начинает искать там причины в чем угодно. Там техническое плохо сделали, не выполнили нормативы, кто-то виноват. Но в конечном итоге, вот даже окажется такая простейшая вещь, почему именно эти 15 человек? Ведь в тот день кто-то еще там должен был быть, но его не было. В последний момент он куда-то ушел, или просто в тот день не пришел. Или кого-то там не должно было быть, но он пришел. Вот такие события. Самолеты, которые разбиваются, они бывают загружены на 30% меньше. Это статистика, они не могут объяснить, что это такое. Так вот, это из-за того, что параллельный мир и средний мир, они перетекают в друг друга, они прямо в друг друге находятся. И из-за этого, получается, очень хорошие люди умирают рано. А очень плохие люди живут, они вообще там дожили до чертиков, до маразма совсем. И не сдохнет эта собака, а потому что никому не нужен, понимаете? Кому он в параллельном мире нужен? Наверху? Там нет. Бывает такое, что очень хорошие артисты очень рано уходят, бывают очень талантливые артисты, и они уходят очень рано. Это потому что в параллельном мире вот, именно вот эти шаманы говорят, дают определенные объяснения, что как и должно было быть, потому что они видят больше, чем нужно, понимаете? И в Якутии этот дар никуда не делся, они просто, вот это чувство, оно чрезвычайно, знаешь, как иногда заходишь в какой-то дом, запах какой-то непонятный, то ли тухлый, то ли какой-то грибок, что ли, и вот эти волосы начинают дыбом становиться. И сразу думаешь, ну нехорошее это место, либо дух здесь нет, ну потусторонний, вроде бы те же стены, те же двери, те же окна, те же шкафы, но душа орет, типа, бежим отсюда, и такой, ладно, спасибо, удачи, я пошел, и убежал, короче. А бывают такие места, знаешь, как они, как благословенные. Заходишь туда, и там так спокойно, там так запах такой, знаешь, как пахнет цветами вроде, нечто такое. И хочется там посидеть, умиротворенно, уйти не хочется оттуда. Там я когда вживую работал, я, ну как в молодости я работал вживую, и мне приходилось обходить квартиры, там я электриком был. И иногда вот зайдешь в некоторые дома, просто сбегаешь сразу, а в некоторые дома входишь, там просто вот, и муж у него на хорошей работе, и жена у него значит, такая красавица, умница, и дети такие хорошие, и дома у него достаток видно, думаешь, вот какая счастливая семья, ну, потому что там дух хороший, понимаете. И вот религиозность якутов начинается именно вот здесь, то есть потусторонний мир, он здесь и сейчас. Ты должен соблюдать все обряды, поэтому неукоснительно. Ты должен вести себя так, чтобы не рассердить никаких духов, потому что они здесь сейчас. Ты не должен переступать те места, где нижний мир, он уже здесь, как бы, он перетек, понимаете? Это называется типа проклятых мест или что-то таких нехороших мест. И это люди вот так идут и говорят, о, блин, это не хорошее место, и вот ты не должен вот эти места заходить. И бывают такие места, вот называется Аранас, это могила шамана. Он запрет, это табу, нельзя туда заходить. Потому что куда бы он ни перешел, этот шаман, вот это его состояние, он здесь, и шаман тоже здесь. Даже если он умер, и умер давно, он все равно здесь.
И если он на верхнем мире, часть верхнего мира здесь, но это табу, потому что оно пожрет тебя, если, как сказать, только шаманы могут переходить вот эту грань при жизни. То есть они могут просто закрыть глаза и пробиться через вот эту, как сказать, ну этот, как называется, в другое состояние перейти. Как самолет летит, он пробивает же вот эту звуковую стену, как сказать, переходит в сверхзвуковое состояние. Вот пум, там такая же вспышка идет. У человека, конечно, такой вспышки нету, но он видно, что человек поменялся, и он прошел в другой мир. Понимаете? А потом еще в другой мир, а потом еще. Они очень далеко. И вообще, камлание у якутов называется кырар. От слова кыр – это ломать. Они просто пробиваются своей силой. То есть один мир, другой мир, третий мир, четвертый. И они путешествуют. И путешествие в якутском языке называется аян. И они встречаются там со многими аи, встречаются там со многими аббасы. Понимаете? Дело в том, что даже вот эти аббасы, демоны как бы, да, ну пожиратели, жители Нижнего мира, даже они в своем существовании придерживаются определенных правил. Поэтому есть правила у аббасы, есть правила у людей и есть правила у аи. То есть это все держится на мощных традициях. Поэтому мы не ждем, пока мы умрем, потому что это существует здесь и сейчас. Нужно придерживаться всех традиций. Это обязательно. Потому что кара не будет потом, как в загробном мире. Кара начнется прямо здесь сейчас. Ошибку делаешь, все, кошмар. И касается тебя, твоих родственников, и кого угодно может коснуться эта штука. И поэтому, а если будешь делать все правильно, все будет хорошо. Да? Будет даже отлично. У тебя все отлично может получаться. А если ты не понял, пойди и спроси у шамана. Говоришь, вот у меня такая жизненная ситуация, совсем запутался. Либо выбор у меня такой хороший, у меня два хороших выбора, которые выбрать не могу. Либо все хреново. Я не знаю, куда двигаться. Ты можешь мне что-нибудь посоветовать, типа того? И у шаманов вот такая штука, что они должны должны помочь. Они чувствуют это, что они должны помочь. Потому что их призвание такое было. Они многие тысячи поколений они занимались, что людям помогали. И это стало их традицией, как бы это их генетика. Они сами такие. То есть, вот, значит, что сказать об ичи? То есть существа, которые духи неодушевленных вещей. Эти штуки такие, что они постоянно путешествуют с параллельных миров. То есть с верхнего мира вниз ушел, и снизу вверх, и туда и обратно ходит. Если вы сделали что-то с душой, с любовью, с большой красотой и большим таким, ну, как сказать, вот говорят же, в душу всю любовь свою в это изделие какое-то ты вложил, то в него поселяется дух сверху, понимаете, с верхнего мира. Потому что дух, он как этот краб-отшельник же есть, который ищет себе домик. Вот дух то же самое, он ищет. Как только ты что-то сделал, он поселяется туда. Если ты сделаешь что-то с ненавистью, когда ты злой, понимаете, когда ты вот на кого-то слишком сильно рассержен, и ты со злостью вот это сделал, будь уверен, в это поселится некто, и который будет снизу. Потому что ты вложил в него зло. А зло тянет зло всегда так. Туда поселится пожиратель. И вот это через некоторое время он обоснуется в нем и начнет пожирать все вокруг. Поэтому если вы что-то... Вот определенно, вот знаете, что говорят? Даже если взять одно тесто, ну, как бы один вот этот самый, и разные женщины будут делать оладьи, у них вкус будет разный, хотя тесто одно. Это потому, что каждая из них, когда готовит, женщина думает про свое, про хорошее, про плохое, по разное. И
даже у оладьи там на секундочку кто-то поселяется, и вкус у него получается другой. Понимаете? Поэтому у шаманов бывает такое, что они что-то могут тебе приготовить. Это не обязательно там, они просто что-то готовят и говорят, на, вот это выпей. И дело в том, что они делают это с любовью, с огромным желанием тебе помочь, и в это время туда что-то проникает. Ты выпиваешь его, и этот дух поселяется в тебе. И он делает то, что он умеет делать. Если это дух с верхнего мира, он тебе принесет добро. И потом он, естественно, ты же его употребил, этот домик ты его, он стал частью тебя, он через некоторое время поможет тебе и покинет тебя. Если кто-то что-то сделал с ненавистью, злом, например, там ты официанту нагрубил, и он пошел тебе, сделал кофе и думал, что ты сдох, собака, например, да? И в это время туда проникает нечто, которое снизу. И он приносит поставить тебя на стол, и если ты его выпьешь, этот пожиратель будет у тебя внутри. Это добром не кончится. То есть имеется в виду не так сильно уж, официант он не шаман же, но все равно, когда вы разговариваете с официантом, вы не можете знать, может быть у него он в какие-то времена был потомственным шаманом, возможно такое, возможно, конечно. Но в основном нет, конечно, но все равно оставьте человеку чаевые, будьте приятны, больше улыбайтесь. Значит, те, которые ремонтируют ваши машины, те, которые что-либо производят руками, люди, например, вот эти художники, они их произведения бывают либо отторгают человека, либо притягивают. Это все зависит, с чем они делают. Поэтому у якутов говорится, нужно быть утеки. Это значит хорошим человеком, с хорошими мыслями, с хорошими намерениями. Тогда то, что ты будешь делать, тебя будут преследовать добрые духи с верхнего мира. И что бы ты ни делал, они будут туда поселяться, и им удобнее. А человек злой, который вот всех ненавидит, он в комок таких нервов он ходит, вот за ним вот эти злые духи ходят с нижнего мира. И что бы он ни делал, они поселяются там. От этого нужно бежать. И вот это вот общее религиозное мировоззрение якутов, что делает якутов чрезвычайно религиозными на самом деле. Вот в принципе все, что я пока хотел сказать. Подписывайтесь на мой канал. Значит, если я доберусь до 1000, я буду этим заниматься профессионально. Я думаю, что я еще очень много хорошего расскажу вам там позитивного о шаманизме. Спасибо.